Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Кшара. Сегодня в программе. Страсти вокруг Гренландии. Мнение эксперта. Актуальный репортаж программы. Абхазская государственная хоровая капелла с успехом выступила в стенах православных соборов российских городов Москвы и Нижнего Новгорода. В Новом Афоне появился еще один живописный пейзаж, но уже на стенах. Это первый мурал, который нарисован в городе. В целях реализации пунктов посланий президента премьер-министр Владимир Делба провел совещание, посвященное оказанию социальной поддержки гражданам в улучшении жилищных условий. Членам рабочей группы предстоит принять решение по льготным категориям граждан, которым будет оказываться помощь. Мы проводим совещание в целях реализации посланий президента об оказании мер социальной поддержки нашим гражданам, в частности, улучшение жилищных условий их, и обратить особое внимание в том числе на семьи с многодетными детьми. За счет средств республиканского бюджета реализуется государственная целевая программа «Жилище». Также за счет средств внебюджетного фонда репатриации осуществляются мероприятия по строительству жилого фонда для репатриатов. Президент обозначил основную главную цель в этом направлении – объединить ресурсы для достижения более эффективного результата по предоставлению жилья молодым семьям, нуждающимся. Естественно, важным аспектом и критерием является определение социальных групп, приоритетных для получения государственной социальной помощи. Надо очень оперативно, объективно ко всему подойти и принимать решения. Источники есть и есть желание. Единственное, что нам нужно просто ускориться в принятии решения и предложить президенту ту модель, которую мы сейчас с вами определим на его рассмотрение. Послание президента вытекает, что усилия нужно объединять для того, чтобы программа жилища и предоставление жилья многодетным семьям и другим категориям были более систематизированы, охват был шире. Поэтому сегодняшнее совещание, я думаю, что мы с вами выработаем предложения для того, чтобы можно было их в кратчайшие сроки начать реализовывать. Объединение этих программ потребует от нас пересмотра вообще действующих в целом программ. На сегодняшний день у нас, как вы знаете, реализована была программа 23-25. В соответствии с этой программой было освоено 180 миллионов рублей, по 60 миллионов рублей на каждый календарный год, и было выдано 188 жилищных сертификатов. От нас требуется объединить, получается, 2 целевые группы и 2 финансирования, но разделить на 3 целевые группы, то есть добавить новую целевую группу «Молодая семья». В целях объединения двух программ, естественно, это вот как до этого вы озвучили, это интеграция в общество, это больше, конечно, подходит и намного будет эффективнее, на мой взгляд, тоже, чем ремонт с нуля помещения, квартиры. Очень важный момент, который был отмечен, это поручение продумать возможность пропорционального распределения репатриантов среди абхазского населения, что способствовало бы ускорению процесса, так скажем, интеграции в наше общество. Поэтому, мне кажется, вопросов и предложений здесь будет достаточно много, но в таком составе мы в кратчайшие сроки будем готовы предложить президенту на рассмотрение ряд вариантов. Возможности наращивания абхазо-приднестровского сотрудничества по ряду направлений с акцентом на реализацию практических мероприятий и инициатив обсудили министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев и полномочный представитель Республики Абхазия в ПМР Александр Ватаман. 2025 год показал, что такое сотрудничество может быть и в формате онлайн-встреч и визитов в Абхазию представителей Приднестровья, а также встреч в Москве или других городах России, где мероприятия проводит российская сторона с приглашением делегации из Абхазии и Приднестровья. Учитывая, что в Абхазии 2026 год объявлен годом села, отдельным направлением взаимодействия Абхазии и Приднестровья в этом году могут стать онлайн-встречи руководителей приднестровских и абхазских сел, интересных людей этих сел.
Глава российского МИД Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии за прошлый год сравнил ситуацию, которая сложилась вокруг Гренландии, с Крымом. По словам Лаврова, люди в Крыму после антиконституционного госпереворота пошли на референдум. В Гренландии же никто не устраивал никаких госпереворотов, в то время как пришедшие к власти путчисты, отметил Лавров, послали боевиков штурмовать Верховный Совет Крыма и объявили войну против русского языка. Я тут специально выписал некоторые цитаты. Вот, например, президент Хорватии господин Миланович, очень, по-моему, такой опытный, дальновидный политик, он призвал президента Трампа не ставить свои интересы выше прав народа Гренландии. Цитата. «Подчеркиваю, решение о будущем Гренландии может принимать исключительно гренландский народ». Поставьте на место гренландского народа народ Крыма, и вам многое станет, наверное, понятным. Причем в Крыму люди пошли на референдум после антиконституционного госпереворота, когда пришедшие к власти путчисты объявили войну против русского языка и послали боевиков штурмовать Верховный Совет Крыма, а в Гренландии никто никаких переворотов не устраивал. Просто, как сказал президент Трамп, эта территория важна для безопасности Соединенных Штатов. Крым не менее важен для безопасности Российской Федерации, чем Гренландия для Соединенных Штатов. Ну и, конечно, когда оправдывают происходящее вокруг Гренландии тем, что иначе ее захватит Россия или Китай, ну, нет таких подтверждений, и на Западе уже экономисты, политологи их опровергают. Ну и, кстати, госпожа Бербок, Анна-Лена, которая сейчас является председателем Генеральной Ассамблеи, тоже заявила, что народ Гренландии предельно ясно обозначил свою позицию. Речь идет о его праве на самоопределение. Ну, тоже, вот они когда такие вещи говорят, ну, хоть подумали бы на шаг вперед или шаг назад и вспомнили, что они говорили про право на самоопределение народа Крыма, Донбасса и Новороссии. Но в любом случае мы исходим из того, что этот вопрос, мы не имеем отношения к этому вопросу. Мы наблюдаем, безусловно, это серьезная геополитическая ситуация, и будем делать выводы по итогам развязки этой проблемы. Заявления и поведение европейских стран на фоне ситуации с Гренландией меняются каждый день. В некоторых странах, в частности в самой Дании, звучат абсолютно противоположные комментарии. При этом главным аргументом приводится обеспокоенность растущим влиянием Китая и России в Арктике. Не стал тут затрагивать политический аспект, но для меня очевидно, что все упирается в угрозу от России. На данный момент не существует никакой сиюминутной угрозы, будь то от Китая или России. Что касается того контингента, который мы послали, это связано с оценками рисков, вызванными угрозой от русских. В настоящее время Россия никаким образом не угрожает Гренландии. Я уверена, что по вопросу отправки европейских войск в Гренландии произошло просто недопонимание. Это не было направлено против США. Президент Трамп, обращаюсь к вам на родном языке, чтобы до вас дошло. Пошли вы. Почему европейские лидеры так разнятся во мнениях? Гость нашей программы, директор Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Виталий Данилов поделился своим видением ситуации. В основном присутствует страх потерять основного, скажем так, партнера, именно военно-политического, трансатлантического партнера, под которым они были, в общем, достаточно большое количество лет и находились достаточно в уютном для себя положении и в экономическом, и в военно-политическом. Поскольку именно Америка военно-политически прикрывала Европейский Союз от возможных угроз. В первую очередь, как они говорят, от угрозы с Востока, то есть России. Теперь получается, что Соединенные Штаты Америки отказываются соблюдать многие параметры. Более того, они начинают потихонечку грабить своих бывших партнеров, фактически введя их в ступор геополитический. То есть, конечно, в европейских столицах не могут принять
и понять действия Трампа, рассматривая это как предательство, в общем-то, глобального Запада, коллективного Запада. И, соответственно, действия Трампа, как они считают, наносят урон общей англосаксонской модели правления мира. И, как они считают, это приведет к большим последствиям. Почему разные мнения? Да, потому что разные. Конечно, Британия имеет давние дружеские отношения и традиционные отношения, и она выстраивает свою большую геополитическую игру. Франция имеет более независимый вид на все события. Германия тоже, как достаточно крупный актор европейской политики и экономический актор, она имеет, конечно, свое мнение. Поэтому мы не говорим про мелкие страны Европы, они не играют практически никакой роли, но вот основные еврогранды, они, в общем-то, крайне озабочены тем, что их выкидывают на обочину политики и геополитики в целом. Потому что совершенно очевидно, сейчас выстраиваются три мировых актора. Это Соединенные Штаты Америки, Россия и Китай, которые, по большому счету, сейчас перестраивают мир, переформатируют его под себя. А вот почему Европа была выкинута из этого общего процесса, здесь европейские столицы, конечно, пребывают в недоумении. Конечно, никакая Россия, никакой Китай не собирается оккупировать Гренландию. Нам это просто не нужно. Нет никакого смысла это делать. У нас есть интересы освоения Арктики и осуществления выхода в Атлантику через север. Но так мы и сейчас это спокойно ходим. Если американцы говорят, что они возьмут под контроль этот путь, и теоретически могут закрыть это, но тогда это означает, что это будут просто открытые боевые действия, то есть это может перерасти в Третью мировую. Конечно, они на это не пойдут. Захват танкеров, который осуществляется сейчас, это явление временное. Вот, поэтому сейчас, когда все устаканится и все станет на свои места, Россия и Китай будут достаточно четко отстаивать свои интересы. И как шел торговый путь по Северному Ледовитому океану, так он и будет идти, будет развиваться дальше, поскольку льды отступают. Это тоже, что называется, такая истина, которую нельзя откинуть. Поэтому, да, здесь очевидно, Трамп просто хочет взять, скажем так, под военно-политический контроль Арктику с тем, чтобы Россия и Китай не продвигались к ее границе. Но мы не собираемся продвигаться. Другое дело, что американцы могут построить в Гренландии такую же станцию отслеживания, как на Аляске, да, и которая предотвратит пуски ракет со стороны, теоретически со стороны России и со стороны Китая. Но нам это и не надо сейчас с учетом наших новых технологий. У нас есть буревестник, у нас есть Посейдон, которые могут совершенно с других частей планеты зайти к американским берегам и осуществить военную акцию. Нам этого не надо. А уже баллистические ракеты, ну, слушайте, мы уже имеем такие технологии, что и, в общем-то, размещение на Гренландии каких-то повышенных мер безопасности ПВО, я имею в виду, со стороны США, не оградит ее от нашего ответного удара. Между тем, в самой Гренландии, в столице острова Нуки, тысячи людей вышли на митинг, протестуя против планов президента США Дональда Трампа аннексировать датскую автономную территорию. Размахивая флагами Гренландии, демонстранты прошли по центру города, затем собрались у консульства США, где на плакатах и в скандированиях звучали призывы к суверенитету. Хочу отметить, что мы не будем частью США, и что Гренландия и Дания едины. Мы точно не будем американцами. Очень важно показать, что Гренландия говорит «нет» аннексии США, и что мы хотим быть гренландцами. Мы живем в 2026 году. Людьми уже не торгуют, как это было 200-300 лет назад. Очень важно показать американцам, что нас не разобщить, и что Гренландия не продается. Трамп просто сумасшедший, и он нам не нравится. Американцам стоило бы от него побыстрее избавиться. По мнению директора прикладного анализа международных трансформаций РУДН Виталия Данилова, мало кого интересует позиция жителей Гренландии. Эксперт уверен, Америка добьется своего, и Гренландия войдет в состав США. Более того, к штатам присоединится Канада, а в перспективе, возможно, и Мексика. Европейский Союз боится предпринимать резкие шаги в отношении Соединенных Штатов Америки, но в первую очередь потому, что в военном, политическом плане он не потянет. Никакая конфронтация с Вашингтоном Брюсселю не даст ничего хорошего. Более того, мы видим, что сейчас осуществляются некие попытки поиска компромисса
Соединенных Штатов Америки, они готовы многое-многое отдать для того, чтобы США не ушли из их сферы влияния. И, соответственно, Вашингтон прекрасно это понимает, оказывает давление для решения своих геополитических задач, в данном случае выстраивания макрогосударства. Как бы я назвал, куда входит Соединенные Штаты Америки, конечно, войдет Гренландия, здесь сомнений никаких нет. Предполагается, что войдет в ближайшем времени Канада и, возможно, Мексика. Вот это будет мега-государство, которое выстраивает Трамп в рамках новой многополярной модели, которые, в общем-то, старт дали Россия, Индия и Китай в свое время. И вот Соединенные Штаты Америки уже чертили границы своего мегагосударства. А что могут делать европейцы? Это вопрос риторический. Да, они могут сейчас ввести некие пошлины на американские товары, в общем-то, оградить вообще заход американского бизнеса на европейский рынок. Это сильно ударит экономически по Соединенным Штатам Америки, поскольку они имеют сейчас беспошлинную возможность торговать и осуществлять бизнес-сделки, в то время как Европа платит 10% и выше. Многие страны по-разному платят, но суть не в этом. Суть заключается в том, что Трамп немножко прогнул европейские страны под свою политику, но то, что делает он сейчас, конечно, для Европы немыслимо. В закон лес джунгли, да, есть одно правило. Это правило права сильного. И, в общем-то, Трамп, он уже заявлял, что он знает только одну басню, которая король лев. Вот и все. И он исходит из того, что Америка достаточно сильна для того, чтобы продавить свои интересы в любой точке мира. В данном случае он прекрасно, как геополитик, прекрасно понимает, что ему надо, конечно, формировать вот пространство, которое он мог бы реально контролировать и реально защищать. Вот это пространство находится в его западном полушарии. Это он методично делает. Поэтому доктрина Монро-2, она как раз набирает обороты и будет реализована, несмотря ни на что. Продолжаем выпуск. МВД Абхазии проводит проверку по информации, опубликованной 15 января на интернет-платформе дзен.ру журналистом Семеном Пеговым о якобы имевших место противоправных деяниях со стороны неустановленных лиц в отношении одного из подрядчиков, осуществляющих реконструкцию набережной в Сухуми. Отмечается, что ранее в правоохранительные органы каких-либо заявлений и обращений по изложенным фактам не поступало. С целью выяснения всех обстоятельств представители МВД предприняли ряд попыток связаться с Семеном Пеговым по телефону, однако связаться с ним не удалось. Министерством внутренних дел также подготовлен запрос автору статьи для уточнения деталей изложенных событий, времени, места и участников инцидента. По результатам проверки будут приняты процессуальное решение и законные меры реагирования. Делегация из 20 школьников из Абхазии побывала на ключевых молодежных площадках Псковской области в рамках образовательной программы «Путешествие сквозь века в Россию». Участники ознакомились с работой Дома молодежи в Пскове, также узнали, как Центр молодежных инициатив помогает реализовывать проекты. А в молодежном кадровом центре они получили советы по построению карьеры. В ресурсном центре школьникам рассказали о возможностях Международного клуба дружбы и волонтерства. Большой интерес вызвала школа креативных индустрий, где участникам можно было попробовать себя в работе с медиа, звукорежиссуре, а также в 3D-моделировании и дизайне. По словам министра молодежной политики Псковской области Дмитрия Яковлева, поездка соединяет в себе богатую историю и самые передовые возможности для молодежи. Ранее по программе «Эко-путешествия» в Абхазии побывали 15 псковских школьников. Сейчас школьники из Абхазии находятся в Псковской области с ответным визитом. Аутентичная абхазская рождественская музыка под сводами храмов, дух христианства, праздники Рождества и Крещения. Абхазская государственная хоровая капелла с успехом выступила в стенах православных соборов российских городов Москвы и Нижнего Новгорода. Гастроли проходят при поддержке Министерства культуры Абхазии и России, Росконцерта и администрации президента Абхазии. О том, как прошли концерты и как артистов капеллы приняли зрители, в материале Гугуцы Вардания.
На сцене зала церковных соборов храма Христа Спасителя воедино сливаются голоса музыкантов Абхазской государственной капеллы. Они из страны, где история христианства насчитывает тысячелетия. А сегодня абхазская духовная музыка звучит в крещенские морозы в Москве. Кстати, абсуабзжа, это буквально означает песнь языка или музыка языка. То есть сама музыка, поэтому, наверное, не случайно Чехов сказал, что если бы я жил в Абхазии месяц, то я написал сотни обольстительных сказок, потому что он слышал в этом языке журчание ручейка, там шелест листьев и так далее. Вот. А когда язык соединяется еще с музыкальной интонацией, конечно, это обогащает еще во много раз. Культурные мосты между Абхазией и Россией продолжают укрепляться. На этом мероприятии в рамках благотворительного праздника «Радость Рождества» абхазский коллектив в списке почетных гостей. Для нас, в первую очередь, большая честь находиться сегодня здесь. И я считаю, что артисты Государственной хоровой капеллы сегодня являются культурными амбассадорами. То есть мы приехали сюда дарить музыку нашим зрителям и слушателям. И мне кажется, что в первую очередь те концерты, которые исполняет Государственная хоровая капелла в Российской Федерации, это наш вклад в укрепление межгосударственных отношений путем музыки. У нас колоссальный опыт организации таких мероприятий. И мы надеемся уже, что в ближайшее время мы уже сделаем в Абхазии такое мероприятие, чтобы мостик уже у нас сегодня положен с капеллой, да, и надеемся, мы уже фестиваль большой проведем в Республике Абхазия, думаю, в городе Сухум, с удовольствием нас примет для того, чтобы продолжать наши традиции и рассказывать о уникальных возможностях, да, наших таких культурных и православных корнях. Самая большая награда для артистов Абхазской государственной капеллы – это, конечно, аплодисменты и теплые слова в адрес коллектива. Сами зрители желают больше встреч с музыкантами из Абхазии в российских городах. Конечно, во-первых, чаще встречаться, им развитие, сюда приезжать, в гости. Ну и пожелать, у них так все спито, так хорошо устроено, ну, совершенствуются пусть. Молодцы. Очень проникновенно, очень красиво, зацепило прямо за душу. Вот. Мы с удовольствием послушали 2 композиции, прямо прочувствовали праздник Рождества. Пение очень впечатлило. Сразу задумался, что ребята не наши. В Абхазии бывал не раз, мне очень понравилось. В Москве Государственная хоровая капелла выступила еще на одной значимой сцене в Центре современной музыки и исполнительских искусств «Тон» на площадке Всероссийского музея декоративного искусства. Это был большой концерт в рамках цикла «Хоровые вечера» маэстро Александра Соловьева. Прославленный музыкант является главным приглашенным дирижером коллектива и встал за пульт вместе с его руководителем Надаром Чанба. Концепция вечера стала представление кросс-культурных связей между Россией и Абхазией, а также исполнение шедевров мировой классики, музыка вне границ и геополитических катаклизмов. Существует мнение, что в Абхазии только народная музыка. Вот, поэтому, когда мы исполняем именно нашу абхазскую духовную музыку, конечно, до мурашек пробирает и нас самих, поскольку это Слово Божие на нашем родном языке. И мы стараемся, чтобы для публики, которая в данный момент дословно не понимает текст, чтобы это через музыку передалось. Когда мы выступаем именно в России, нам выступать намного дается легче, потому что зритель понимает большую часть того, что мы хотим передать. Нашу культуру, наш быт, наш колорит. То есть мы каждый приезжаем делиться своей культурой, и нам хотелось бы, чтобы нашу культуру воспринимали правильно, так, как мы ее хотим преподнести. И зрители российские всегда очень
ценен для нас. Ранее государственная хоровая капелла с большим успехом выступила на 19-м Всероссийском хоровом соборе в кафедральном храме Александра Невского в Нижнем Новгороде. Это просто было великолепно, конечно, все. И я хочу сказать, что администрация города Нижний Новгород, узнав, что вот так, они, кстати, не были в курсе, вот так, потому что мы очень быстро все решили, приехали. Они нам организовали экскурсии, уделили нам внимание. Потом у нас состоялся в тот же день после собора, вечером состоялся концерт с замечательным хором «Нижний Новгород». Вот, одно отделение пели они, одно отделение мы. Потом в конце мы вместе все пели абхазскую народную песню одну и одну русскую народную песню. Вот такой хоровой форум мы сами тоже устроили там. И, кстати сказать, у нас давняя дружба именно с этим коллективом «Нижний Новгород», хором, камерным хором, который приезжал к нам в Абхазию. Мы выступали вместе также в филармонии. Вот мы хотим продолжить эти традиции музыкальной дружбы. Гастроли Абхазской государственной хоровой капеллы проходят при поддержке Министерства культуры Абхазии и России, Росконцерта и администрации президента Абхазии. Гугуца Вардания, Абхазское телевидение. Теймур Аздания назначен начальником отдела кинематографии, созданного при аппарате Министерства культуры. Новое подразделение Минкульта будет отвечать за сохранение, развитие и популяризацию национальной кинематографии, обеспечение условий для развития национального кинематографа. А руководителем еще одного нового отдела креативной экономики и культурных индустрий назначена Светлана Агабуния. Основные задачи отдела – создание новых форм освоения и передачи культурных ценностей через современные технологии. Больше красок. В новом Афоне появился еще один живописный пейзаж, но уже на стенах. Это первый мурал, который нарисован в городе. На картине изображены редкие цветы, произрастающие только в Абхазии. Главная цель – передать дух и богатство абхазской природы. Черным тюльпаном и прострелом золотистым любовалась Нала Чинжерия. В новом Афоне теперь произрастают новые цветы, но поливать их нельзя. За ними можно наблюдать только на стенах домов. Нарисованные картины в виде мурала украшают подъем к Новоафонской пещере с двух сторон. На нем изображены редкие цветы, которые произрастают в горах Абхазии. Слева от подъема нарисован рябчик широколистный. Еще в народе его называют черным тюльпаном. А уже справа запечатлен прострел золотистый. До этого стена была просто серой и не мрачной, так скажем. Но после нанесения данного рисунка она заиграла новыми красками. На самом деле люди обращают внимание, людям нравится это. Я благодарю всех, кто причастен к данному проекту. Такого рода проекты очень положительно влияют на в целом окружающих и людей. Художник, который изобразил на стене редкие растения, молодой скульптор Арсу Берзения. В жанре монументальной настенной росписи он работает совсем недавно. Арсу смог отразить красками редкие эндемичные растения Абхазии. Представил он их в виде графики традиционных абхазских орнаментов. Данный проект наша группа получила от команды Абхазии. Концепцией данного проекта является кавказский эндемик. Это растения, которые растут у нас на территории Абхазии. И плюс традиционный национальный орнамент. Важность данного проекта до поднятия данных вопросов очень высока, поскольку без традиции нет и нации. Работа велась в течение 15 дней. Единственная проблема на тот момент были погодные условия, непрерывно шли дожди. Но я считаю, что мы с работой справились, и жители данного города и гости будут
по достоинству оценивать. Идея создать мурал в новом Афоне принадлежит лидерам команды Абхазии. Проект «Свет культуры в каждом штрихе» направлен на визуальное раскрытие культурного кода республики через преобразование городской среды. В настоящее время созданы 2 монументальные росписи. В рамках образовательной программы команды «Абхазия» был презентован проект «Свет культуры в каждом штрихе» Бадре Зурабовичу и Сергею Владиленовичу, в рамках которой мы реализовываем художественное оформление данной стены, еще одного объекта, а также подсветку зданий историко-культурного наследия. Художественное оформление завершено. А что касаемо зданий, Мокский храм тоже уже завершен. На данный момент идет работа над объектами Пицунского храма и Гудоводского вокзала. Летом в Новоафонской пещере многолюдно. Для туристов этот мурал станет еще одним местом притяжения, который показывает уникальность природного и культурного наследия Абхазии. Нала Чхинджирия, Раму Камке, Абхазское телевидение. На набережной столицы установят дополнительную подсветку на участке от кафе «Пингвин» до Красного моста. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Финансовую помощь в реализации проекта оказали президент Бадра Гунба и первый замруководитель администрации президента России Сергей Кириенко. Нами принято решение о том, что к курортному сезону 2026 года на набережной необходимо установить дополнительное освещение и восстановить то освещение, которое уже вышло из строя. В частности, мы хотим отремонтировать, восстановить освещение от кафе «Пингвин» до Красного моста вдоль променада всех пальм существующих. Также отремонтировать наш фонтан с грифонами. Есть повреждение самой чаши, и подсветка грифонов уже давно устарела и вышла из строя. Дано поручение разработать проект подсветки современной, светодинамической. Также принято решение о дополнительном освещении парковых зон и зеленых насаждений на данном участке. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Финансовую помощь в реализации проекта оказали Бадра Зурабович Гунба и Сергей Владиленович Кириенко. И далее, дабы не нагружать бюджет города Сухум, мы решили воспользоваться средствами меценатов, которые охотно согласились оказать нам помощь. Это такие предприниматели, как Николай Ачба, Чагава Астамур, Георгий Ачба, Важа Чачба, Арменак Тазлян, Алик Минасян. Также наш соотечественник Алиханов Антон, министр промышленности и торговли Российской Федерации. Ну и администрация Нижнего Новгорода. Это самые первые проекты, которые были реализованы здесь у нас в городе Сухум. Наметилась хорошая тенденция активного взаимодействия бизнеса с администрацией города Сухум в части благоустройства нашего города. И мы уверены, что эти темпы будут только наращиваться. На набережной Сухума ремонтируют подпорную стену у кафе «Пингвин». Второй этап ремонтных работ включает реконструкцию стены протяженностью 54 метра. Работы при благоприятных погодных условиях планируется завершить к концу января. Согласно имеющегося плана, администрация города Сухум проводит ремонт второго участка подпорной стены на исторической части набережной. Ремонт обусловлен тем, что агрессивная морская среда сильно разрушила несущую способность данной конструкции. В рамках реконструкции для безопасности произведения работ и эксплуатации набережной мы перебросили сюда технику. Будем монтировать буронабивные сваи длиной 8 метров. Их 10 штук. Работы планируем завершить к концу января. Общая длина участка 54 метра, глубина от 4 до 6 метров. В ближайшее время на улицах Сухума появятся новые троллейбусы, полученные от мэрии Санкт-Петербурга. Восстановят движение транспорта по маршруту в направлении Маяк-Тхобун, что значительно улучшит транспортное сообщение в городе. Репортаж Азины Ханагуа.
Троллейбусы сделают поездки пассажиров более комфортным. Они отличаются от тех, что сейчас эксплуатируются в столице. Транспорт полностью соответствует всем нормам и стандартам. Для многих пользователей общественного транспорта подарок от мэрии Санкт-Петербурга станет долгожданным решением проблемы передвижения. В троллейбусе предусмотрено 24 сидячих места, а общая вместимость до 100 человек при расчете в 5 человек на 1 квадратный метр. Новый подвижной состав низкопольный, что будет удобно людям с ограниченными возможностями здоровья и мамам с колясками. Новый подвижной состав, так скажем, в хорошем состоянии. Он проходил капитальный ремонт относительно недавно. В целом они отличаются от нашего подвижного состава. Это чуть посовременнее троллейбусы. И сейчас мы будем обучать водителей. Тут чуть-чуть другая система. Мы будем обучать водителей заново. Пользуясь случаем, хотел бы пригласить на работу водителей троллейбусов. Есть специалист, который обучит желающих стать водителем троллейбуса. Подробную информацию можно получить в троллейбусном управлении. В пути еще 8 единиц данного вида транспорта. Очередная партия прибудет уже на следующей неделе. На троллейбусах установлены видеокамеры, видеорегистраторы. Обучение водителей идет около 2-3 месяцев, в зависимости от способностей самого водителя. У нас идет, получается, мы принимаем на работу стажерами. У нас есть водитель, который обучает их. Он сдает экзамен, у нас после он направляется в ГАИ и сдает экзамен там на категорию троллейбус. Последний раз троллейбусный парк обновлялся в 2010 году. Тогда было получено 25 троллейбусов. Всего на данный момент функционирует 11 рабочих единиц транспорта. По поручению главы города их будут приводить в порядок, полностью восстанавливать салон. Планируется возобновить движение и в направлении Маяк-Тхубун. Сейчас маршрут у нас новый район Рынок, старый поселок Рынок. В течение 10-15 дней будет восстановлен маршрут Маяк-Тхубун. Сейчас проводятся работы в Синопе по восстановлению контактной сети. И вот в течение 15 дней мы запускаем этот маршрут. Мы занимаемся сейчас восстановлениями подстанциями нашими. Будем по поручению главы города Тимура Михайловича будем восстанавливать подстанции. Это будет происходить поэтапно. У нас, в общем, 4 подстанции. В зимний период троллейбусы выезжают в 6 часов утра и возвращаются в гараж в 8 вечера. В летний период они работают до 22:00. Аслан Алан отметил, что троллейбусы не закреплены за определенным маршрутом. Сегодня они могут курсировать в новом районе, а завтра в старом поселке. В данный момент курсируют 4 троллейбуса на новый район Рынок. В планах запустить, когда подвижные составы все прибудут, после восстановления около 5-6 будет ездить на новый район Рынок. Старый поселок 2 троллейбуса будут ездить, и Маяк-Тхубун начнется поэтапно. У нас за то, что из-за восстановления и долгого периода, то, что не ездил там троллейбус, мы сейчас в тестовом режиме 1 запускаем, а потом до 4 мы планируем пустить туда троллейбусы. Троллейбусы, окрашенные в ярко-оранжевый цвет, практически стали визитной карточкой города. Среди горожан этот вид транспорта всегда пользовался популярностью, ведь на нем можно доехать практически в любую точку города, заплатив всего 10 рублей. Шазина Ханагу, Давид Хашиг, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. В среду, 21 января, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и до полудня временами дождь и мокрый снег. В предгорьях и горах снег. Температура воздуха ночью -1, 3. Днем 3-8 градусов. Температура морской воды 9 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.